Сенмис. 18 декабря проходила вечеринка в лофте, посвященная празднованию Нового года. Она называлась «Яна ел парти». На ней присутствовали многие татары, и в целом вечеринка была тематически посвящена празднованию татарского Нового года, то есть где татары Москвы и студенты могут собраться в едином месте и отпраздновать Новый год. Я считаю, что такие мероприятия важны, так как это помогает сохранить культуру, ощутить принадлежность какой-то группы, почувствовать себя среди своих. Также это помогает сохранить татарский язык, татарские традиции. Например, там звучало много татарской музыки, а также танцы были различные. Вот. Я считаю, что такие мероприятия проводить важно, и надеюсь, что они будут проводиться и в будущем, возможно, посвященным разным праздникам, потому что это возможность отдохнуть от студенческих забот, почувствовать себя среди своих, развеяться в выходной день и вспомнить, как звучит татарская музыка, татарские танцы выглядят, различные конкурсы и так далее. Мне понравилось очень мероприятие в лофте новогоднее. Особенно меня впечатлили угощения, что там было только татарские блюда, выпечка. Это было забавно и создавалось действительно ощущение, что это уникальная вечеринка. И также татарская музыка тоже задавала атмосферу. Мне больше всего понравилось, как мы танцевали по татарские песни, как мы прыгали и все плясали одновременно. Но почему-то диджей ставил какие-то непонятные музыки. Можно было что-то осовременить. Вот. И на мои предложения, которые я пыталась ему донести, у него либо интернет не работал, либо что, но, в общем, мы не включали те песни, которые я бы хотела слышать. А так, в целом, очень было круто. Я пригласила с собой подружку, которая наполовину татарка, и она впервые была на такой вечеринке, и очень тоже понравилось. Что еще можно было улучшить? Я бы хотела, чтобы приходили все, и новенькие, и старенькие, потому что очень не хватало стареньких. Было много очень новых людей. Это очень здорово, но видеть своих людей, которые приходят в штаб, было бы еще лучше. Вот. Я ходила на новогоднюю дискотеку в лофт, которая проходила 18 декабря 2021 года. Мне очень понравилось. Там был диджей, была татарская музыка, и мы имели общие темы для разговора, так как это мероприятие направлено на сближение татарской нации и татарских студентов. Что касается плюсов, мне очень понравилось то, что там был ведущий, который зажигал толпу, и каждый человек, даже который грустил, ведущий подходил к нему и веселил. Также мне понравились татарские песни, которые в татарских семьях поются на дни рождения, Новый год, Курбан-байрам, Ураза-байрам и так далее. Что касается минусов, лично мне, так как я была там в первый раз, лично мне не понравилась единственная вещь, то что доля татарского языка была в очень маленьком количестве. Хотелось бы, чтобы следующий лофт в таком же стиле проводился более в татарском спектре. То есть, чтобы один ведущий был татарский, а второй русский, и чтобы дублировал. Допустим, много людей среди лофта я спрашивала, и меня спрашивали, кто люди знают татарский и кто люди не знают татарский. И хотелось бы, чтобы этот вопрос был проработан. Также из таких добавлений, из пожеланий к следующему лофту, я бы хотела отметить, чтобы была какая-то уединенная комната, где люди могли общаться, узнавать друг друга, знакомиться. И комната для тех, кто любит веселиться, любит танцевать татарскую пляску, петь песни и так далее. В вечеринке, я думаю, главное, что можно исправить на будущем, это то, что обязательно должен быть татарский ведущий. Возможно, будут дублировать текст, то есть рассказывать что-то, вести на татарском и на русском параллельно, чтобы понимали все. Я считаю, что это важно, потому что это помогает сохранить язык, потому что язык сохраняется, если он звучит хоть в какой-то форме. Вот. И я считаю, что также важно сохранять какой-то колорит. Все же вечеринка не просто посвящена празднованию Нового года, например, а Новый год среди татарской молодежи, студентов Москвы. То есть обязательно должны быть татарские танцы побольше, конкурсы различные тематические, можно, например, связанные с языком конкурсы делать, и также татарские песни и кухня, разумеется.
Также я считаю важным минусом было то, что лофт был как единое маленькое помещение и не было возможности уединиться, поговорить в более спокойной обстановке, так как постоянно играла громкая музыка и приходилось перекрикивать, чтобы донести мысль. Я считаю, что если такие мероприятия будут проводиться в будущем, то следует задуматься о людях, которые, возможно, не так сильно хотят танцевать и погружаться в этот шум, а сделать, например, какую-то маленькую комнату или перегородку, где люди могут социализироваться, говорить. Все же это тоже важная часть таких мероприятий, чтобы люди говорили, общались между собой, обменивались идеями. То есть надо удовлетворить нужды и тех, кто любит шумно повеселиться, и тех, кто, возможно, любит более тихое развлечение. Чтобы было больше пространства. Вот, и, возможно, какая-то часть мероприятий на улице.